Добрый вечер. В прямом эфире программа «Персона Грата». И я ее ведущая Карина Кабисова. Персона Грата – желательное лицо или желанная личность. Гости нашей студии – люди разных профессий, разного возраста, пола, национальности, вероисповедания. Но объединяет их одно – их всех по праву можно назвать желанными персонами, так как им всегда рады, они вызывают интерес и пользуются доверием. И сегодня в качестве такой личности у нас в гостях архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима. Добрый вечер, владыка Зосима. Добрый вечер, Карина. Мир дому вашему, дорогие наши телезрители. Спасибо. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за ваше согласие принять участие в нашей сегодняшней передаче, несмотря на то, что вы приехали к нам сразу после длительной вечерней службы. Спасибо вам за приглашение. Буду всегда рад с вами общаться, с нашими телезрителями тоже. Спасибо. Спасибо. Сегодня первый день Великого Поста. Думаю, будет правильным попросить вашего архиерейского благословения для наших телезрителей. Дорогие мои, дни Великого Поста – это особое время тишины, покоя и молитвенного настроения. Это время очищения наших душ к тому, чтобы радостно встретить Святую Пасху, Светлое Христово Воскресенье. Поэтому нужно соблюдать тишину, покой и мир. И прежде в своей душе, в клете, внутри своей души. Это время, когда нужно заглянуть внутрь себя, посмотреть, что там есть, что не нужно убрать оттуда, и чего не хватает духовного, доброго, светлого, то нужно взять и поселить в эту клеть своей души. Спасибо, владыка. Как я уже сказала, сегодня первый день Великого Поста. Это сам продолжительный пост. Он предшествует главному христианскому празднику Пасхи Христовой. Расскажите, пожалуйста, об этом важнейшем для каждого православного человека периоде времени, Великом Посте, о его идейном содержании и об особенностях духовно-молитвенной жизни. Но прежде всего, как я уже начал говорить, о клете душевной, это время заглянуть внутрь себя. И мы имеем такие дни уборки генеральной квартиры, чистки чего-то нашего такого, знаете, вот за год накопившегося всякого мусора, грязи. Так примерно и внутри нашей души происходит. И время Великого Поста – это как раз время того, чтобы убрать все ненужное. То, что нанесла наша греховная жизнь. Кто-то обиделся на кого-то, кто-то что-то сделал, кто-то подумал даже плохое. Мы должны все это в дни Великого Поста пережить, раскаяться в этом и стараться, насколько наших сил хватает, этих злых дел или недобрых дел не повторять, а стараться жить по заповедям Евангелия, по заповедям Божьим, любить Бога и любить ближних своих. Вот это самое главное, самое, что есть, наверное, в дни Великого Поста, в Бога богатеть. Мы ведь, смотрите, целый день, всю неделю, годами целыми мы приобретаем богатство телесное, вещественное. Мы покупаем что-то, работаем, ездим куда-то. А вот время Великого Поста – это время богатеть в Бога. То есть богатеть теми духовными, вечными ценностями, как говорит Евангелие, где ни воры не крадут, ни моль не съедает, ни ржа не растлевает, то, что остается с вами вечно, то, что от вас никто никогда не возьмет. Это ваша вера, это ваши добрые, хорошие дела любви, милосердия, заповеданные нам святым Евангелием, учением нашего Господа. Спасибо. В марте 2011 года решением Священного Синода была образована Владикавказская и Махачкалинская епархия с включением в ее состав приходов и монастырей, которые располагаются на территории нашей республики, а также на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии. Это было знаменательное событие, ведь епархия с центром в Владикавказе была восстановлена после почти 90-летнего перерыва. И вот в декабре 2012 года на заседании Священного Синода, которое проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Свято-Даниловом монастыре, было принято новое, прямо скажем, историческое решение. Образована Владикавказская и Аланская епархия. Можно также сказать, что Аланская епархия была возрождена, ведь впервые она создавалась еще в X веке, что знаменовало тогда начало государственной христианизации населения Алании. Владыка, вы выступили инициатором образования новой епархии. Именно ваш рапорт с соответствующими предложениями был заслушан на упомянутом заседании Священного Синода. Скажите, в чем главный смысл этих преобразований, цели и задачи вновь образованной епархии?
По опыту моего служения в Калмыкии, в огромной Ставропольско-Бакинской епархии, представьте себе, это Элисты-Дабаку, огромная епархия, сколько бы и какой бы умный архиерей не был, такой епархией управлять очень сложно. Вот было принято решение создать калмыцкую епархию, Элистинскую калмыцкую епархию, и когда она была создана, в 1000 раз, 1000% увеличилось число храмов, священнослужителей, не 100, а именно 1000. Во много раз улучшилась церковная жизнь в республике. И вот назначение епископа, епископ – это как бы представитель Иисуса Христа, это как апостол, ученик Иисуса Христа, которому дана власть и который должен и смотреть, и надзирать, и беречь церковное благочестие в той области, куда он назначен. И вот таким образом его святейшество предложил тогда мне возглавить Владикавказско-Махачкалинскую епархию. Но я 27 лет прослужил в Калмыкии, мне было это очень нелегко, но все-таки я принял послушание, с любовью, с послушанием назначение его святейшества и Священного Синода на эту кафедру. Но опять-таки Владикавказ, Махачкала, Ингушетия и Чечня – это далекие от Владикавказа места. И церковная жизнь в Махачкале, в Ингушетии, Чечня, здесь не так много церквей рядом, а вот Дагестан, там большая церковь православная все-таки. И управлять такой церковью опять очень сложно и трудно. И поэтому лично я 6 октября прошлого года в личной беседе с святейшим патриархом Кириллом предложил разделить нашу епархию, чтобы в Дагестане, Ингушетии, Чечне был свой епископ, и чтобы там в 1000 раз церковная жизнь увеличилась. Это был один момент. А создание Аланской епархии вы помянули X век. Это действительно, даже есть сведения, что при земной жизни Господа Иисуса Христа уже последователи здесь, на Аланской земле, уже были. То есть племя Аланов, оно крещено, наверное, даже со времен, когда Христос еще жил на земле. Уже здесь было христианство, и оно принято было и утверждено, и до сегодняшнего дня. Вы знаете, вот кто бы что ни писал, ни говорил, я с Осетией был до этого мало знаком. Но сегодня я посещаю древние места и, наблюдая за бытом осетин, я вижу, что здесь сохранилось вот тот корень, начало христианства, есть во всем абсолютно. Абсолютно. В быту, особенно на застольях осетинских, это чувствуется с первого раза. Даже человеку, который первый раз приехал, что это все восходит к первоистокам христианства, к начальной древней церкви. Поэтому аланы, они давно были православными, и это единственная республика на Кавказе, которая является православной. И поэтому создание Аланской епархии было воспринято и святейшим патриархом, и нашим народом благожелательно. И я добивался этого. Теперь я могу заниматься более детально, более глубоко, более широко и пространно именно Аланской епархией, чтобы здесь утверждать православие, поднимать те пласты. И вы знаете, очень несложно это делать. В осетинском народе только нужно затронуть эту струну, и все. Она готова. Поверьте мне, она готова. И сразу христианство, чистое христианство выплывает сразу на поверхность. Поэтому с Божьей помощью нужно здесь очень много потрудиться, чтобы то, что нанесло время, века, пыль, культурный слой этот, чтобы он потихоньку очищался, а то, что христианское было, оно светилось тем же светом, каким оно светилось в древние времена. Поэтому и очень много есть и святых в православной церкви, в грузинской церкви, в русской церкви, которые принадлежали к аланскому племени. Поэтому вот создание Аланской епархии, я считаю, что это оправданно, это правильно, и теперь на нас накладывается огромная ответственность. Огромная ответственность и большая-большая работа. Ибо надо прямо сказать, что церковь здесь, вот до моего прихода, она как-то немножко была вдалеке от центра, и многое, так сказать, что-то нужно очень много дорабатывать и исправлять даже. На следующий 2014 год назначено празднование 1100-летия крещения Алании. Дата, свидетельствующая о том, что Осетия является одной из древнейших колыбелей христианства. Да. Как епархия готовится к юбилейным торжествам? Ожидается ли приезд святейшего патриарха?
Да, мы ожидаем приезд Его Святейшества, но ввиду того, что я, как сейчас сказал только что очень много нам нужно сделать. Святейший Патриарх у нас человек дела, слово и дело. И если привести просто Святейшего Патриарха и показать то, что есть у нас сегодня, этого недостаточно. Визит не состоится. Поэтому мы должны будем построить несколько храмов в городе, привести в порядок строящийся храм, расписать кафедральный собор. То есть очень, очень большая работа. И я боюсь, что мы не успеем к 2011 году. Может быть, даже придется сдвинуть где-то на год 16, чтобы нам успеть все сделать и пригласить Его Святейшество, и не только Его Святейшество, а именитейших людей нашей церкви сюда, в Осетию, чтобы они увидели, что нами сделано, что у нас есть. И чтобы показать то, что есть древнего, и то, что сделано нами за этот период. А работы очень много. Я боюсь, что к 2011 году мы не справимся. Поэтому, к 2014, простите, да, мы не справимся. И поэтому я думаю, что вот нужно немножко сдвинуться на несколько лет. Это не столь важно исторически, но во всяком случае, чтобы была проведена большая, достойная встреча Святейшего Патриарха нашей с вами работы. И это не только епархии. Это задача всей Осетии, всех осетин. Это их лицо, это их епархия, это Аланская епархия. И она должна быть блестящей. А как продвигается строительство православных храмов на территории республики? Вот, в частности, Патриаршего подворья и храма во имя благоверного великого князя Александра Невского во Владикавказе. Собор Патриарший, да? Да, сейчас уже начинается подготовительная работа, уже стоят вагончики, люди приезжают, дорога проложена. В ближайшее время начнется строительство самого большого собора на Кавказе. Я, например, не знаю большего собора ни в Ставрополе, ни в Пятигорске, ни тем более в Махачкале или в Грозном. Очень большой, вместительный, красивый Патриарший собор будет строиться. Храм Иоанна Воина строится, в Архонке храм строится. И также в Беслане, на Крови, храм на Крови, который тоже уже заложен, начали строительные работы. Это тоже очень важно, потому что Святейший Патриарх обязательно будет на этом месте, и храм должен быть. У нас большие по этому поводу есть задумки, чтобы этих детей местно чтимыми прославить святых, и, может быть, даже и других святых, знаменитых осетин прославить, которые потрудились на ниве православного просвещения. А таких очень много. Например, меня поражает памятник как Соколева, когда я подъезжаю, сидит горец с Библией и с крестом на груди. Это поразительный памятник. Вот я когда первый раз его увидел, вот, пожалуйста, вот что такое лицо Осетии, да, вот такое вот оно, горское, гордое, но православное. Поэтому здесь предстоит очень большая работа, интересная работа. И чтобы Святейший Патриарх приехал, это все увидел. И монастыри, да, насколько я знаю, да, тоже конечно. закладываются новые. Об этом Конечно. тоже можете рассказать нам подробнее? Конечно. Я думаю, что сейчас очень большая работа ведется матушкой Нонны в женском монастыре. Огромную работу она ведет. Большую просветительскую работу проводит матушка Нонна. Она ездила в Южную Осетию с фильмом «Старица» Ипполите. Очень большой труд несет отец Стефан, наместник Успенского Аланского монастыря. И поэтому вот эти нам монастыри нужно будет тоже привести в порядок. Ну и есть такие задумки, может быть, пока я не могу так точно, уверенно говорить об этом, но я думаю, что это не два последних монастыря. Есть люди желающие, я думаю, что будут у нас еще несколько монастырей. Спасибо, владыка Зосима. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Впереди еще очень много интересных тем, которые мы обязательно сегодня обсудим. В эфире программа «Персона Грата». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях архиепископ Владикавказский Аланский Зосима. Владыка Зосима, в одном из своих интервью полуторагодичной давности вы говорили о том, что вынашиваете идею, чтобы к 2014 году хотя бы в одном храме Рождества Пресвятой Богородицы на Осетинской горке, люди могли бы молиться на родном осетинском языке. Планировалось, что рабочую группу по переводу богослужения на осетинский язык возглавит отец Сава Гаглуев, бывший в свое время референтом Святейшего Патриарха и в совершенстве владеющий родным языком. Как сейчас обстоит с этим дело?
И что делается, что нужно сделать для того, чтобы православные люди, да и вообще все желающие, могли больше узнать, ну, например, о житии осетинских, холандских святых. Святого Баракатры, святой праведницы Марии Ясени, о святых Христодуле Философе и Николае Туальском. Книгопечатание, образовательные программы, что? Да, это очень большой вопрос, потому что как-то очень много было акций таких внешних, знаете, вот, а сейчас мы взяли курс на инкультурацию, очень важная тема, инкультурации, потому что как-то вот осетинский язык немножко был как бы церковью отброшен, и это вызывало не очень хорошие чувства у народа, и появлялись всякого рода и какие-то другие религиозные образования, и мы знаем здесь, и поэтому очень важно, когда люди имеют на своем родном языке богослужение. Я часто бываю в Риме, и когда папа говорит на всех языках, пусть 2-3 слова по-русски скажет, и как-то сразу понятно, может быть даже с акцентом, может быть не так правильно, но как-то вот, знаете, вот свой язык слышишь, да? И так было, как в Евангелии сказано, на Пятидесятницу каждый свое наречие слышал. Поэтому очень важно, чтобы служба была на родном языке. Тем более народ, который много веков, тысячелетий исповедует святое православие. Поэтому, да, действительно, отец Савва Гаглоев приехал по благословению Святейшего Патриарха, и он сейчас ведет большую работу. Там работают ученые, лингвисты, знающие язык, грамматику хорошо знающие. Участвуют ученые люди, матушка Нонна участвует, и наши монастыри участвуют, и даже простые бабушки. Ну, я удивляюсь, но некоторые бабушки имеют университетское образование, и они прекрасно, вот такая создалась группа, они прекрасно работают в этом направлении. Я жду, вот отец Савва мне обещал, что уже литургия оглашенных готова, и она зазвучит скоро. Так что я думаю, что мы в ближайшее время услышим уже часть литургии на осетинском языке. И язык, оказывается, не так уж сложный, как многие кавказские наречия. Я все-таки знаком с Дагестаном и Чечней как-то больше, чем те наречия, то, конечно, осетинский язык более мягче и более легче. Я думаю, что отец Савва и меня обучит хоть 2-3 словам. Я когда-нибудь все-таки, может быть, тоже что-нибудь произнесу и участвую в этой божественной литургии. В предыдущем вопросе мы уже упомянули церковь Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе, осетинскую церковь. Да. Ее настоятель, протоиерей Константин Джоев, со своими помощниками проводит очень большую работу по духовному окормлению своей паствы. Это старейший православный храм во Владикавказе. В 2015 году будет отмечаться его 200-летие. Храм этот известен еще и тем, что в его пантеоне покоится великий сын осетинского народа Косталь Иванович Хитагуров. Творческое наследие Коста, его гражданский и духовный подвиг – это такой идейный и нравственный фундамент нашего народа, наш стержень. Об этом знает и помнит каждый осетин, каждый житель нашей республики. Я вспоминаю, как в конце 80-х годов, когда богоборчество, как и страна его породившая, постепенно стала уходить в небытие, многие представители осетинской интеллигенции, и в их числе православные священники, стали говорить о канонизации Коста. И с каким душевным трепетом и воодушевлением это принималось в народе. Почти четверть века минуло с тех пор. Констатировать ничего не буду, не имею морального права, ибо это очень сложный канонический вопрос. Просто спрошу, владыка, что вы об этом думаете? Можем ли мы надеяться, что имя нашего национального гения воссияет в сонме православных святых? Вы знаете, я не могу сказать, что я знаток творчества Коста Хитагурова, но несколько произведений все-таки я прочел. Меня поразило, знаете, вот то, что не великий русский Лермонтов, Пушкин, писавший о Христе, вот такого глубокого христианского чувства, которое есть у Коста Хитагурова, я не нашел. Знаете, вот такая глубина веры, чистоты и глубины христианского понимания и христианского сознания. И поэтому я думаю, что нужно поднять сей вопрос, хотя бы, может быть, для начала местно чтимых. Вот особенно, когда построится большой Александро-Невский собор,
Я думаю, там можно найти место, где бы была бы рака и мощи этого великого просветителя, великого человека и великого христианина, я бы сказал. И я думаю, что вот так Соколев достоин, Секагадьев, которого мы поминали. Вы знаете, это люди удивительнейшие. Читая их автобиографии, даже вот на слух слыша, чувствуется, что это действительно носители христианского сознания, глубочайшего христианского сознания. Удивительно просто. Поэтому я думаю, что вот к этому времени празднования тысячелетия, я не знаю, как получится, как благословит Святейший Патриарх, как мы успеем, к этому времени можно подготовить вот такое прошение на Синод Святейшему Патриарху, хотя бы для начала местно чтимых. А там уже, если комиссия по канонизации сочтет нужным, я думаю, что в жизни Коста Хитагурова и других этих людей, и не только этих, а много еще есть людей, которые проводили большую просветительскую христианскую работу. Поэтому я думаю, что можно и нужно это поднимать, это обсуждать, и это возможно. Спасибо. Недавно архимандрит Тихон Шевкунов, констатируя морально-нравственную деградацию населения нашей страны, заметил, что если раньше символом России была чистая, целомудренная девушка со скромным взглядом и на фоне березы, то теперь, простите, это пьяная девица на остановке с банкой пива в руках и сигаретой в зубах. Как оцениваете ситуацию вы? У нас в республике и в общероссийском масштабе. И что нужно делать? Отец Тихон, может быть, к сожалению, во многом прав. Но Кавказ все-таки еще пока, слава Богу, меньше затронут этой заразы, я бы сказал так. Все-таки, когда мы приезжаем из Москвы сюда, на Кавказ, мы видим людей более скромных, более выдержанных, прилично одетых, и с сигаретами, с пивом девушек, во всяком случае, я не видел здесь. Хотя, отъезжая в Пятигорск, это сразу картина совсем другая. К сожалению, это так, и это время действительно плод безбожия. Без Бога ничего хорошего нет. Без Бога, без веры, без православия. Как говорил великий Достоевский, русский человек очень плох. Я не хочу сказать, как он сказал, но очень плох. И мы действительно слышим и видим, как эти пророческие слова великого писателя, русского знатока психологии, русской души, да не только русской, вообще человеческой души, как они действительно сбываются. Без Бога человек ничто, очень плохое создание, я бы сказал, даже некрасивое. А с Богом все-таки человек становится человеком. Здесь, в Осетии, на Кавказе вообще еще как-то сохраняется вера, чистота, целомудрие, еще есть стыд, еще есть какой-то страх, еще есть какие-то, вот, знаете, такие добрые, хорошие моменты, дай Бог их не растерять. Я думаю, что и для России придет час, и уже он пришел, когда очень много людей идут в монастыри, идут правильной дорогой, и воздерживается от всех этих явлений, и меняется. Вот я смотрю, вы знаете, раньше в наше советское время уже молодежь в 17, 14 уже пьянствовала. А вот сегодня молодежь не та, и в России в том числе. Я мало вижу молодых людей 14-15 лет, которые бы пили, пьянствовали. Чаще всего они отказываются. Но, конечно, есть и то, о чем отец Тихон говорит. Это тоже есть. Этого еще очень много. Нельзя сказать, что все так благополучно. Но, тем не менее, есть добрые, хорошие, живительные ростки хорошего, доброго. Я думаю, что в России это будет укрепляться, а на Кавказе то же самое. Пусть сохраняются эти черты на много лет, да? И когда придет, я думаю, придет вера в нашу страну, придет Бог в Россию, и все это соединится снова в таком добром, хорошем благочестии. Русская девица с косой будет, горянка будет с кувшином воды в своем национальном виде, и они будут обе целомудренны, чисты и хороши. Спасибо, владыка Зосима. Следующий вопрос. Несколько лет назад католикос-патриарх всея Грузии Илья II объявил о том, что лично будет крестить каждого третьего родившегося в семье ребенка. Статистика вещь упрямая. И она свидетельствует, что, несмотря на экономические и социальные сложности, рождаемость в Грузии после этого увеличилась на 25%. Скажите, как возглавляемая вами епархия
может помочь государственным институтам в деле решения демографических проблем, в частности, в стимулировании рождаемости? Да, я думаю, что наши священники дают добрый пример. У нас есть священники, семьи, состоящие из 10 детей. Вот наследник нашего кафедрального собора, отец Иоанн Суха, ему 26, а у него уже 3 детей, и старшая дочь уже в школу ходит. И отец Сава наш, кстати говоря, еще не так стар, а уже у него тоже семья. То есть наше православное духовенство дает хороший, добрый пример того, что не только влюбленность должна быть. Кстати говоря, вот святой Валентин, его обвиняет, что он чуть ли не грех покрывает всех этих влюбленных и так далее. Святой Валентин это действительно был святой, который благословлял людей на брак, на семью. А как перевернули? Я не знаю, почему так перевернули. И в католической церкви, и в нашей церкви. Это епископ III века, который благословлял людей на создание семьи. Не влюбленность, не вот этого безобразия. Это к святому Валентину никакого отношения не имеет. Он благословлял людей на брак. Брак – это богоустановленная вещь. Брак – это священное действие. Это одно из 7 церковных таинств. И поэтому мы в церкви всегда говорим о святости брака, мы всегда благословляем людей на долгую жизнь в браке, и поэтому всегда, каждый раз мы призываем людей, чтобы они создавали семьи. И вы знаете, меня радует очень, кто приезжает и ко мне из Москвы, приезжают люди из Элисты, очень много людей, и все говорят сразу: Владыка, вы знаете, сколько у вас людей молодых, но сколько детей в соборе. Вот в это воскресенье, я не знаю, наверное, больше 100 причащались только одни дети. Это так радует, это так хорошо, это замечательно. То есть я думаю, что у нас здесь особенно так и не нужно и трудиться над этим. Нужно только людям говорить о святости брака и поддерживать, освящать, благословлять. Вот таким же образом, может быть, я готов каждого, как патриарх это делает грузинский, я тоже готов также делать, чтобы как можно больше детей рождалось в нашей Осетии. Это очень важно. Потому что дети – это наше будущее. Никакие деньги, никакое богатство, ничего не нужно, когда в доме нет детей. Когда есть в доме дети – это жизнь. Когда в доме нет детей – это могила, а не жизнь. Это надо помнить всем, и поэтому особенно молодым людям надо обязательно заводить семью. Это самое великое счастье. Это самое великое, самое дорогое богатство, которое Бог дает нам, и его нужно свято беречь. Я даже знаю, что вот в соборе Святого Георгия проводились акции соответствующие. Да, конечно, да. Вот. И эта работа будет продолжаться? Безусловно, безусловно. Вот у нас есть женский день, это жены мироносицы, когда мы будем собирать всех матушек наших, благословлять их, те, кто верующих, кто прожил очень много в браке, сколько внуков и детей, это все будет впереди у нас. Такая работа будет вестись. Хорошо. Владыка Зосима, в одном из своих интервью вы рассказали, что посетили Южную Осетию. Причем не как архиерей, а как обычный гражданин. Разрешите вопрос именно как к архиерею. Очень сложная ситуация сложилась в Аланской епархии Южной Осетии. Не буду углубляться в историю, нехватка эфирного времени. Скажу лишь, что на сегодняшний день эта епархия имеет абсолютно неопределенный статус. По известным политическим причинам эта епархия не может пребывать в составе Грузинской православной церкви, не получается войти и в лоно Русской православной церкви, чего очень желают и о чем так молятся сами православные жители Южной Осетии. В настоящий момент, насколько мне известно, епархия временно управляется представителем неканонической греческой старостильной юрисдикции Синод противостоящих епископом Мефонским Амвросием Байердом. Ваш комментарий. Да, это действительно так, к сожалению, и такая же еще более запутанная ситуация в Абхазии. Да, там действительно такая вот религиозная неразбериха. Но есть храмы православные нашей русской церкви, действующее окормляющее воинство. И я думаю, что планируется патриаршее подворье строить в Цхинвале. И когда вот это подворье будет сделано, оно как бы очагом таким будет для православных людей, которые могут приходить и получать окормление в этом храме. И, конечно же, мы ведем большую работу, просветительскую работу. Вот я говорил о матушке Ноне, центр реабилитационный у нее есть, когда люди
пострадавшие дети приезжали и приезжают сегодня. Это работа большая, огромно ведется. И матушка Нона заботится, и отец Сава в том числе часто бывает в Цхинвале и окормляет наших православных людей, которые не остаются без окормления. Очень добрые, хорошие отношения, все-таки, как бы там ни было, у меня сложились с духовенством тем, которые находятся в расколе, но тем не менее это хорошие священники, это добрые священники. Я думаю, придет час, когда, наверное, наша Осетия не будет делиться на северную и южную. Это один народ, народ одной веры, одной крови. И я думаю, придет такой час, когда все установится, все будет на своих местах, и люди будут все вместе. И даже сами эти священники мне много раз говорили: владыка, придет час, мы все будем под одним амофором. Но я надеюсь, так оно и будет. Мы будем большую работу вести, и мы ни в коем случае не проклинаем, не ругаемся, никаких-то не предпринимаем ненужных действий против того, что эти батюшки находятся в расколе. Это не их вина. Эта вина лежит, как вы сказали, в другой области. Поэтому мы ведем работу, будем вести эту работу. И я, возможно, еще раз, и не один раз еще посещу Цхинвал и буду беседовать с людьми. Там религиозная ситуация не только в этом отношении, там очень много сектантов. Также большая, так сказать, исламская миссия там действует, надо прямо сказать. Поэтому и мы должны тоже что-то делать. И по нашим силам, по нашим возможностям мы будем укреплять святое православие на юге Осетии. Спасибо. Сейчас реклама, а потом мы обязательно вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Это программа «Персона Грата». Мы сегодня разговариваем с архиепископом Владикавказским и Аланским Зосимой. Обсуждаем очень много интересных тем, продолжим наш разговор. Владыка, вы исключительно интересный, информативный собеседник. Позвольте несколько вопросов, напрямую не касающихся деятельности возглавляемой вами епархии. Очень интересно узнать именно ваше мнение по этим вопросам. В последнее время мы довольно часто становимся свидетелями высказываний либо поступков православных деятелей, которые вызывают широкий общественный резонанс и, на первый взгляд, кажутся достаточно противоречивыми. Абсолютным рекордсменом в этом смысле является протодиакон Андрей Кураев. Или вот известный режиссер-актер Иван Охлобыстин, который был рукоположен в священнике, но продолжил принимать участие в разного рода сомнительных медиапроектах. А некоторое время назад меня очень удивил руководитель одного из синодальных отделов протоиерей Дмитрий Смирнов, поставивший в один ряд Сталина и Гитлера. Что это? Такая церковная свобода слова, православный плюрализм? Я думаю, действительно, все-таки в наше время свободно можно высказывать свои точки зрения. Я всех этих людей, вами перечисленных, хорошо знаю. И с некоторыми даже общаюсь часто, с отцом Андреем Кураевым. Это личность очень образованная, очень такой он человек глубокий, но тем не менее у него есть свое видение, свой взгляд, такой же отец Дмитрий Смирнов. Это православнейший батюшка, очень верующий, очень такой, знаете, уважаемый, но вот он иногда может так в эфире, как и отец Андрей Кураев, произвести какое-то, знаете, вот волнение или какое-то вот беспокойство иногда даже. Вот такой стиль их работы, и вот так они иногда себя ведут. Я в Калмыкии встречался с ним много раз, с отцом Андреем, были очень спорные моменты, были даже когда и зрители чуть не ругались, с отцом Андреем приходилось их мирить. Ну уж вот такой стиль и такая работа. Но во всяком случае, я не вижу какого-то, чтобы в чем-то они были там совсем... Они не похожи друг на друга. Они совершенно разные. Но что-то, чтобы они где-то, особенно в церковном, противоречили в каких-то моментах, я не нахожу. Но такие, каждый имеет свой взгляд на ту или иную проблему, каждый освещает ее по-своему, так же, как и мы с вами. Сядет на это место другой епископ, он поведет немножко в другом русле, в другом формате. Дух другой будет в студии, да? Так уж, наверное, Бог создал нас. Поэтому я, так сказать, не видел бы. Это разные люди, но хорошие, добрые,
умные очень люди, и умеющие работать. Но, знаете, вот часто работая на телевидении, немножко звездная болезнь захватывает, да, люди, они начинают что-то такое, иногда им хочется как-то вот представить себя вот с такой стороны. Может быть, это не совсем правильно, может быть, это кому-то неприятно где-то, но это уже не наша проблема, их осуждать или обсуждать. Ну, вот такие это люди. Хорошо. Очень бурные события происходят сейчас в Римской католической церкви. Они бы мало интересовали простых православных верующих нашей страны, если бы не одна достаточно четко проявляемая тенденция последних лет. Я имею в виду процесс сближения Русской Православной Церкви и Ватикана. По-моему, процесс этот очевиден. Есть апологеты этого явления и среди иерархов Русской Православной Церкви. Вот митрополит Иларион очень убедительно высказывается по этой проблематике. Отсюда мой вопрос. Не есть ли это реализация идеи всехристианского единства, то есть экуменизм, который многие православные богословы считают лжеучением, и об опасности которого много писал авторитетный православный ученый иеромонах Серафим Роуз? Ваше мнение? Знаете, мы слово «экуменизм» употребляем как-то, может быть, не совсем правильным, или нагрузку это слово несет, может быть, не совсем правильно. Экуменизм – это когда собираются христиане разных конфессий. Разные конфессии, но совершенно противоречащие друг другу. Те же, например, баптисты, иеговисты, адвентисты они и так далее, лютеране в том числе, англикане. Но что касается русской, вообще православной церкви, Римо-католической церкви, то это церкви, которые, в общем-то, ни в чем друг другу не противоречат, если по-хорошему брать. Догматическое несогласие только в двух моментах, и то так, это с натяжкой, это филиокве, что Дух Святой от Отца и Сына или от Отца исходит. Ну, мы считаем, православной церкви, я думаю, неправильно, в Евангелии об этом сказано, и главенство Папы. Папа есть как бы по истории древней церкви, он как бы старейший, как апостол Петр, он старейший, он председатель, но не глава всей церкви. Глава церкви Христос. Поэтому сейчас и давно уже ставится вопрос о том, как решать примат папства. Либо вернуться к первым векам до разделения, тогда с православной точки зрения не будет никаких проблем, если папа согласится быть просто старшим, но не главой всей церкви. И если это вот филиокве, оно куда-то как-то вот каким-то образом сгладится, да, если они примут. Хотя, в общем-то, католики давно и так, они люди очень мобильные. Они хотят и папу так, и папа готов, и католики готовы. Хотите так, они в отличие от нас, ортодоксов, православных, они на этом не останавливаются. И, конечно же, сближение Римо-католической церкви и православной церкви – это необходимо. Христианство должно стремиться к единству, ибо мы с вами видим очень большой напор сегодня исламского населения и движения, как это все движется по Европе. Это не столько страшно, а более страшно секуляризм, безбожие, которое идет и грядет в Европе. Вы прекрасно, я бываю в Риме, бываю, кстати говоря, и на папских приемах, и это видно, это беспокоит и нашу церковь, беспокоит и Римо-католическую церковь. Надо здесь еще отметить такой момент. Здесь, кроме этих моментов, за 1000 лет нашей церкви, 2000 лет, 1000 лет мы были вместе, а второе тысячелетие мы разошлись. За это второе тысячелетие столько в Римо-католической церкви наносного, столько, так сказать, культурного слоя, сколько было искажено, что, я думаю, о воссоединении церквей говорить еще рано. Это почти невозможно. Насколько дух сейчас, скажем, православной церкви, которая сохранила в чистоте священное предание, учение церкви и апостолов, он совершенно разнится от того духа, который царит сегодня среди верующих Римской церкви. Там более свободно, более спокойно, ни поста никакого нет. Знаете, приходят люди в разных одеждах. Причастие сейчас настолько все это вот упрощено до невозможности. И вызывает, смотришь, это, так сказать, вера, или это служба, или просто собрание каких-то людей, которые пришли непонятно зачем. С другой стороны, сегодня в Римской церкви
нельзя говорить о грехе. Понимаете, вот сейчас, если вы скажете проповедь против однополых браков, уже вас могут засудить в тюрьму, вы экстремист вы и так далее. Так что там столько много проблем, что о воссоединении или объединении церквей речь пока идти не может. Но вот даже процесс сближения у вас не настораживает? Сближение не настораживает, потому что в Римской церкви есть очень много достойнейших пастырей, и в том числе ушедший папа Бенедикт XVI 7 раз. Я встречался с ним, он глубоко знающий православие, глубоко уважающий, любящий православие. И делавший для русской церкви очень много, чтобы не было того напряжения, которое было при папе Иоанне Павле II. Есть очень много иерархов, позитивно, хорошо настроенных, но в то же время есть очень много монахов, епископов, кардиналов, которые не хотят, так же, как и православные, никакого сближения. Такие тоже силы есть. Но большинство людей, как вот святейший патриарх Польши приехал, помните, как тоже там было такое, но тем не менее большинство людей были рады приезду святейшего патриарха. И я думаю, что когда-нибудь произойдет такая встреча, но когда она произойдет, это уже не мне об этом судить, это должен быть святейший патриарх, священный синод и Римо-католическая курия, как это будет решаться эти проблемы. Но то, что нам нужно дружить, то, что нам нужно понимать друг друга, сближаться друг с другом, и, может быть, когда-нибудь, ну, это еще далекая перспектива, соединения церквей или объединения церквей, но хотя бы уважать друг друга, понимать друг друга. Я думаю, это не только в отношении Римо-католической церкви. Наше государство и наша Осетия, она многорелигиозна. И поэтому мы встречаемся с людьми разных религий, разных конфессий. И поэтому нам надо находить только общие, добрые, хорошие отношения, иметь со всеми. Как апостол Павел говорит, если от вас возможно, мир имейте со всеми. Поэтому моя задача и в Калмыкии, и здесь дружить с людьми всех религий, всех учений, конфессий. Я изучаю учения, скажем, ну, давно уже изучил всех сект, которые секточка появляется и которые есть сегодня. И вот буквально недавно я закончил уже не в первый раз, а второй или третий раз чтение Корана. Я хочу все-таки узнать и нахожу очень много того, что нас могло объединять и на поле нашей совместной работы, деятельности, где мы живем вместе, мы бы могли вместе сделать очень много. Я очень благодарен нашему Хаджи Мураду, с которым я очень дружу. Это очень замечательный человек, очень добрый человек, который пережили вот недавно, вы помните, трагедию, погиб священнослужитель, вы приняли участие. Мы тоже помогли этой семье и всячески стараемся как-то разделять и радость, и горе наших братьев, которые являются верующими людьми. Поэтому мы должны находить только добрые слова, только добрые отношения, понимать друг друга, не вмешиваться в дела друг друга, не учить друг друга ни в коем случае. Если есть дискуссии какие-то богословские, то для этого есть специальные площадки, там пусть люди дискутируют. А мы должны в мире, согласии друг с другом жить, потому что религия – это очень сильная вещь. Если как меч обоюдоострый. Если он попадает в руки ребенка или неумелого человека, он может нанести очень много беды. Поэтому с религиозной жизнью, духовной жизнью, к сожалению, наше государство очень мало уделяет внимания этому явлению в нашей жизни. А здесь очень много проблем. И поэтому с религиозной, верующим человеком, и с религиозной ситуацией нужно быть очень аккуратным, очень деликатным и очень по-доброму относиться ко всему. И этому учит, я смотрю, в Коране об этом написано, он говорит, люди Писания и магометане, не спорьте между собой. Бог у нас один, а спорьте о лучшем. Ну, замечательно. То есть мы должны спорить о лучшем, что у нас лучшего есть, что у нас доброго, человеческого есть. Я думаю, вот на этом поле мы должны работать, сотрудничать и понимать друг друга. Спасибо. Я знаю, что большая работа в последнее время ведется по подготовке священника. Вот расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. Для нашей республики это, наверное, особенно актуально. Да, вы знаете, сейчас мы говорили об открытии новых храмов, об открытии новых монастырей, и поэтому духовенства катастрофически не хватает сегодня. И в нашем городе есть Владикавказское православное духовное училище, где мы готовим местных ребят.
С Москвы к нам вряд ли кто из Петербурга или еще откуда-то приедут люди, а местные ребята, которые здесь родились, здесь жили и собираются здесь оставаться, я думаю, что это очень важно. Из этой среды готовить нам новых священнослужителей. И вот буквально в ближайшее время уже назначено несколько хератоний, то есть возведение в сан диакона и пресвитера, священника будет в нашем соборе. Нам очень много нужно будет и в Иоанна Воина, и посылать и в другие соборы строящие, и в Александра Невского собор. И там духовенство должно быть образованным, подготовленным и умеющим вести службу, потому что это кафедральный собор, это лицо, это кафедра, это там, где люди учатся православию. Там должны быть люди образованные и морально чистые во всех отношениях. Поэтому мы таких людей подбираем, собираем и будем готовить их на это нелегкое служение. Но Бог помощь, им пусть трудятся. А желающих много? Есть уже даже на следующий год есть поступление в наше училище, поэтому есть ребята. Не сказать, что так много, что их очень много, но есть. Хорошо, спасибо. Обычно наша программа завершается блиц-вопросами. Я думаю, что сегодня будет правильным отступить от этой традиции и оставшееся время предоставить вам для обращения к нашим телезрителям. Такое вот слово пастыря. Пожалуйста, у вас есть несколько минут для этого. Дорогие мои, сейчас наступил Великий пост. Накануне Великого поста Святая Церковь дает нам несколько образов, как бы подготовительной недели к Великому посту. Первое – это Закхей мытарь, богатый, начальник налоговой службы, очень неправедный человек. Он услышал слово Христа. И он залез на дерево, не постеснялся, он увидел, услышал живое слово Спасителя. И Господь пришел к нему в дом. Его вера не была напрасной, его вера была вознаграждена. Второй момент – это блудный сын, мытарь и фарисей, простите, когда говорится о пагубности гордыни и смирения. Когда мытарь услышал слово Христа, слово Божье, он раскаялся, он заплакал, он увидел свое недостоинство, величие и любовь Божью, Божьей милости будем и грешны. Начало это покаяние. А гордость, она ни к чему не приводит. Второй – это блудный сын, когда он ушел от отца далеко и сказал: отец, ты мне не нужен, дай часть имения, растратил. И когда он уже пришел в совершенную нищету, он вспомнил об отце и сказал: я вернусь и не буду проситься как сын, а как раб. Но когда отец увидел сына, возвращающегося, блудного сына, он принимает его как сына. Сын и раб. Христианство – это религия сыновства. Мы сыны, мы сыновья и дочери Божьи. Простите. И по таким образом показывается нам то, что есть, и в то же время есть справедливость. Справедливость – это дано Богом только людям. В животном мире справедливости нет. Там есть сила. А здесь есть справедливость. И совершенно справедливо сын рассудил. Я недостоин быть, что я сделал. Старший сын возвращается с охоты, с работы. Что ты делаешь? Это твой блудный сын, ты его наказать должен. А ты ему праздник устроил. Он тоже справедливо говорит. Но Бог судит нас не по справедливости, а по любви. И, наконец, есть страшный суд. Неделя страшного суда. То есть, когда-то кончится время этой жизни каждого из нас. И каждый из нас, веруем мы, не веруем ли мы, но мы встанем на суд Божий. Мы станем у трона великого Бога, которого никто никогда еще не видел, в полной славе. Первое пришествие Бога было как дождь, спускающийся на рунов, как капля ночью каплющая на землю, тихо и спокойно, в Вифлееме. Второе пришествие, согласно Евангелию, будет как молния видна от востока до запада, явится Сын Божий и произведет над каждым человеком суд. И мы все встанем на суд Божий, и все будет открыто. Совесть еще есть, она покажет, не Бог судить нас будет, нас совесть наша судить будет. Потому Христос умер на кресте, пост идет, покаяние и очищение. Через покаяние, исповедь, причастие мы омываем свою совесть. Христос кровью своей дополняет нашу ущербность, нашу греховность. Он взял все грехи мира на себя. И в дни Великого Поста мы вспоминаем эту крестную жертву за нас. Христос заплатил за нас. Теперь наша задача – ответить Христу на эту любовь. Бог возлюбил мир, Сына Своего Единородного отдал ради нас.
И мы должны Бога благодарить, и мы должны Господа возлюбить. И вот это время поста – это и есть благодарность Богу за Его Сына, который умер за нас на кресте. А придет время страшного суда, когда Господь, мы увидим трон великий, мы увидим Бога. И, конечно, самое страшное, страшнее всякого пламени и ада будет то, когда человек увидит Бога, он в Него не веровал, он Его не знал. И такую красоту, он такой свет, и должен будет из-за своих грехов уйти в тьму кромешную. И вот это будет страшнее любого пламени, любого котла со смолой, как в народе говорят, в аду, да? Вот поэтому вот время страшного суда дает нам такое, знаете, меру ответственности, чтобы мы знали, что мы не зря живем на этой земле. Мы живем здесь для того, чтобы приобрести вечность, добрые дела делать, молиться. И в этом деле нашего христианской жизни помогает пост. И помните в раю, когда Адам был в раю, и Бог заповедал ему пост, не вкушать, он вкусил и упал. Вот время поста – это как раз есть то время, когда мы должны приобрести то, что мы потеряли. Мы потеряли связь с Богом, мы потеряли нашу святость. Грех как бы стал второй природой нашей, от которой мы должны избавляться. Пост и молитва, они помогают нам в этом, и они необходимы, они заповеданы Богом. И мы свято соблюдаем. И вы знаете, я хочу сказать, что с каждым годом уже, все-таки у меня борода, видите, белая уже, я не первый год соблюдаю пост, и уже организм чувствует, настраивается. И этот пост, гастрономически это не проблема. Главное духовное переживание. Покаяться, осознать свою греховность. Где ты сказал, где ты сделал, что ты подумал. Все это вот осознаешь, и Бог нам дал покаяние, когда мы имеем возможность в дни Великого Поста прийти и перед Отцом Небесным раскаяться, попросить прощения, и мы это прощение получаем. Получаем это прощение, и Господь принимает нас, и кровь Иисуса Христа омывает нашу совесть. Грязную, скверную, не Великого Поста, и не только поста. Когда мы каемся в церкви, приходим на исповедь, и не священнику это исповедь, а Богу, у креста, у Евангелия, Господь прощает нас и дает нам чистую совесть, и дает нам возможность жить с Ним вечно. Вот такая, я бы сказал, канва Великого Поста, или как бы сердцевина Великого Поста. Посему еще раз я желаю, чтобы пост пришел с миром в каждый дом, в каждое сердце, чтобы Господь благословил, укрепил нас всех в этом добром делании. Пусть будет больше добра. И дай Бог, чтобы этот пост сделал нас всех, хотя бы православных христиан, чуть-чуть лучше. Если мы станем хоть чуточку лучше, это будет великая наша победа. И перед нами, и для нас, и пред Богом. Спасибо, Владыка, за откровенный разговор. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был архиепископ Владикавказский и Аланский Зосимон, человек, которого в полной мере можно назвать персоной грата или желанной личностью. Пусть все, что происходит в вашей жизни, будет для вас желанным.